Здравствуйте, в эфире информационный выпуск Амшикшара. 1 сентября, в День знаний, в Абхазии для 25 960 детей начинается новый учебный год. А для 2400 детишек впервые прозвучал школьный звонок. 170 школ страны открыли свои двери для учащихся, в их числе 2 новые в селах Пакуаще и Акваске. Президент Рауль Хаджимба поздравил учителей, школьников и их родителей с началом нового учебного года, находясь в Кварчале, где посетил ряд школ города. Репортаж Елены Лолуа. Президент в День знаний посетил 4 школы города Ткварчал. Всего в Ткварчальском районе в первый класс пошли 167 учащихся. Первая школа, куда отправился президент, была номер 5. И это не случайно. Именно в этой школе в свое время обучался глава государства. Сейчас не учатся всего 86 детей. На праздничной линейке Рауль Хаджимба поздравил учителей и школьников с началом учебного года и пожелал учащимся отличных оценок, знаний, которые в дальнейшем станут твердым фундаментом в жизни. После приветственного слова Рауль Хаджимба осмотрел школу, посетил свой класс, в котором когда-то учился, показал парту, за которой сидел, и побеседовал с учащимися. В Карчальском районе всего 16 школ, одна из них вспомогательная. Общее количество учащихся – 1889 человек. Проблем в районе хватает. Во многих школах нужен капитальный ремонт и улучшение материально-технического оснащения. В целом школы сегодня готовы принять учеников. Хотелось бы, конечно, чтобы было лучше, но исходя из наших скудных возможностей, кое-что удалось сделать. У нас есть школы в селах района, где нет электричества. Это, например, Речская школа. К сожалению, нам не удалось эту проблему решить за эти 3 месяца, а проблемы этой уже 20 лет. Но мы обязательно решим этот вопрос. Мы не можем детей к зиме оставить без света. Капитальный ремонт проведен только в одной школе города, первой. Учиться сюда пришли 135 детей. Впервые за парты сели 22 ребенка. На торжественной линейке во второй школе герои дня первоклашки нарядные, с огромными букетами цветов. Но кто-то из них уже устал от большого внимания, суетливого утра и вспышек фотоаппаратов. Им предстоит еще привыкнуть к своему новому статусу школьника. Из российского военного городка во вторую городскую школу на учебу приезжает 31 человек. Всего здесь 203 ученика. Родители довольны отношением педагогов к детям и качеством образования. Уровень преподавания высокий, хочу сказать, потому что девочки и мальчики, которые заканчивают здесь 11 классов, без проблем поступают в высшие учебные заведения в России. И у нас такой случай уже был. Детям учиться нравится, изучают абхазский язык также со всеми вместе. Кто-то справляется, кто-то участвует в олимпиадах, кого-то не получается. Но это, наверное, как и везде. Кому-то что-то дается, кому-то нет. Вполне довольны всем. Президент зашел в учительскую и больше получаса общался с педагогами. Образование – одно из приоритетных направлений для республики, сказал Рауль Хаджимба. Он пообещал по возможности повышать финансирование общеобразовательных учреждений и вкладывать в образование. Я еще раз вам благодарен за то, что вы терпеливо относитесь ко всему тому, что происходит внутри, вокруг вас. Понимаю, что нужно, чтобы заработная плата учителей менялась, она будет меняться. Но и нам нужно всем понять, что государство должно само создавать свои собственные возможности. Главу республики ждали и в средней школе номер 4. Музыка, цветы, взволнованные родители и нарядные первоклашки, для которых в первый день был проведен урок мира. Первоклашка Олеся Домашева рассказала, что с утра была занята важным делом. Самостоятельно собирала школьный портфель. Мне портфель купили, тетрадки, ручки, пенал. И когда я это все собрала в портфель, я хотела его в школу понести. Но мама, я думала, все дети понесут портфель в школу. Я увидела, что не несут, но я не понесла. На праздничной линейке первоклашки прочитали президенту стихи, а он, в свою очередь, пожелал им быть целеустремленными, упорно осваивать знания и уважать своих учителей. Мне исполнилось 7 лет, и меня счастливее нет. Посмотрите, что за чудо, первоклассный мой букет. Хотелось бы, чтобы у вас в жизни сложилось бы все, чтобы вы стали людьми высокообразованными,
патриотичными людьми, которые любят свою страну, родину, своих старших. И я не сомневаюсь, что так будет. Я хотел бы поблагодарить в первую очередь ваших учителей, которые, несмотря на то, что в стране пока еще трудно, переживают ваши, наши все в целом проблемы, но они держатся и делают свою работу. Для первоклашек 1 сентября – это день перемен, прощания с беззаботным детством. А для старшеклассников этот школьный год последний. И нужно приложить максимум усилий и настойчивости, чтобы окончить его достойно, с хорошими знаниями. Елена Лолу, Алексей Агуха, Абхазское телевидение. Министерство образования и науки поздравляет школьников, учителей и их родителей с новым учебным годом и Днем знаний. Пусть этот год принесет больших успехов, много знаний и любовь к детям, наполнит жизнь новым смыслом и радостью, даст нам всем вдохновение, отмечается в частности в поздравлении. В День знаний наши корреспонденты работали на разных площадках. В их репортажах о том, как этот день прошел по всей республике. Самый первый звонок и, наверное, самый запоминающийся день в их жизни. Праздничное настроение, воздушные шары, стихи и песни. Все традиции соблюдены. Вот только дети родной школы не узнали. На месте старого сожженного здания новая современная постройка. Заново отстраивать школу, которая сгорела более 15 лет назад, начали в 2012 году. Все это время дети обучались в здании Дома культуры. За 15 с лишним лет учебное заведение окончило не одно поколение детей, которые так и не увидели родные стены любимой школы. В этом селе школа была основана четырехклассная в 1863 году, а средняя школа уже в 1940 году. Мы уже 15 лет, больше 15 лет занимались там. Конечно, никаких условий не было. Это не школа, это Дом культуры. Новое здание рассчитано на 200 мест. Обучение будет вестись в одну смену. Пока учеников немного, всего 100 человек. Но директор уверена, что ситуация обязательно изменится. И не за горами время, когда в классах не будет хватать мест. На современном уровне все построено. Помогали все главы администрации, жители, сельчане, родители, дети. Учебные кабинеты, компьютерный класс, отдельный буфет. Новая школа ничем не уступает городским. Дети в восторге, особенно старшеклассники. Когда я шла в первый класс, это было очень волнительно. Прошло 11 лет, это чуть менее волнительно, но все равно волнение остается. Сегодня хороший день, жаркая погода, но настроение, я думаю, у всех отлично, потому что, во-первых, новая школа, во-вторых, 1 сентября – это всегда праздник для всех, особенно для детей. У школы есть отличительная особенность. Классные комнаты здесь действительно просторные. Окна нестандартно большие, а потолки непривычно высокие. Все это отметили и родители детей, которые считают, что школе села Пакуаш теперь может позавидовать сама столица. Единственное, чего нет в новом здании, так это спортивного и актового залов. Так случилось, что в первоначальный проект внесли изменения, из-за которых это, отвечающее всем современным стандартам здание, осталось без довольно важных атрибутов. Я надеюсь, что с открытием новой школы у нас будут и хорошие достижения. Тут Пакуаш всегда славилась своими воспитанниками. Школа и раньше была хорошая, и педагоги опытные, и сейчас подоспели уже другое поколение, молодое. И я надеюсь, что все они совместно и с руководством районного отдела образования и Министерства образования и науки сделают все для того, чтобы детям здесь было хорошо и учебный процесс продвигался на уровне. Впервые более чем за полувековую историю здание школы было обновлено кардинальным образом. В кабинетах еще пахнет краской, полы блестят. Предусмотрено все, от пожарной сигнализации до санузла. Традиционная церемония разрезания красной ленты, и дети хлынули в родную, но совершенно преобразившуюся школу. Теперь здесь впору проводить экскурсии. Просторные коридоры, светлые классы и удобная гардеробная. Здесь в каждом кабинете есть, что взять на заметку. Перестройка изменила практически весь облик школы. Те, которые строили эту школу, обещали, что вторым этапом сделаем и актовый зал, и спортплощадку, и спортзал, но
Еще одна школа, отмечавшая сегодня сразу два праздника – День знаний и новоселья в селе Акваске. Не в пример другим, она построена с нуля. Старая школа, которая уже намного больше, чем полвека, расположена рядом. Идея построить новое здание принадлежит второму президенту Абхазии Сергею Багапш, который принял это решение после обращения жителей села. Но новое здание нам очень нравится, конечно, это очень приятно и для села, и всего. Все очень рады и благодарны мы. Правительство и образование, дело образования, все помогли. У нас двойной праздник, день открытия школы и еще и день знаний. Мои пожелания всего самого хорошего, что вот дети мечтают, чтобы им было хорошо, чистое небо над землей. Вот как поют, вот так, чтобы всегда дети пели и учились хорошо. На церемонии открытия Дома знаний, а именно так теперь жители называют школу, собралось много людей, часть из которых приехала сюда из близлежащих сел. Открывать школу приехал министр образования, и первыми в новое здание шагнули ученики. Больше всего нам нравится то, что эта школа новая, мы в нее перешли, нам она очень сильно нравится. Конечно же, мы здесь хотим все учиться, нам она нравится, мы всем сердцем любим ее. Мы и старую школу очень сильно любили, но это новое, больше эмоций, вот поэтому нам эта очень школа сильно нравится. Пока дети устраивались в новых классах, Адгур Какоба осмотрел школу. Министр увидел просторную столовую и спортивный зал. Увидел и сами классы, оборудованные по современным стандартам. Больше всего количество детишек, они такие довольные, радостные, все не могут налюбоваться этой школой. Все с нетерпением пытаются попасть туда, это для них огромный праздник. И вместе с ними мы, взрослые, тоже радуемся. Конечно, это такая удача, такая вот просто приятная новость для этого села. Все долго ждали этого момента. И пожелаем им, чтобы вот их учебный год, вот их учебная жизнь началась вот именно с праздника. Новая школа, так же как и Паквашская, рассчитана на 200 человек. Учиться в ней могут дети не только из Акваски, но и других близлежащих сел. Я надеюсь, что не только что красивое здание, но и будет достойное содержание. Тут немало детишек, их более 140, но я надеюсь, что уже вот с открытием новой школы их станет больше. Открытие школы можно смело называть событием года. Чаяния педагогов, сотен детей и их родителей воплотились в жизнь. Порог новой школы впервые переступили 39 малышей, 25 в подготовительный класс, а 14 в первый. Мы со стороны министерства будем делать все для того, чтобы обеспечить школу и учебной литературой, и методической литературой. И, конечно же, вот, в первую очередь мы будем контролировать процесс учебный. И я надеюсь, что и дети, и родители, и педагоги все будут довольны. На торжественной линейке первоклассники шумели, позировали на камеру, демонстрировали новые костюмы, делились впечатлениями. Те, кто постарше, в подробностях рассказывали, как провели лето и скучали по друзьям и школе. А также давали слово «учиться только на отлично». Нисфа Аршба, Беслан Джинджолия, Абхазское телевидение. Добро пожаловать в школу. Новый учебный год вступил в свои законные права. Прозвенел первый звонок, начались уроки. В общем, детей ждут новые открытия. Школьный двор вновь озарился детским смехом. Нарядные ученики торопятся к своим друзьям-одноклассникам. За летние каникулы они соскучились по ним и своим учителям. Признаются, школа стала вторым домом, а люди в ней – семьей. Настроение отличное, конечно. 1 сентября по школе соскучились, конечно. 11 класс, как-никак.
Традиционно торжественная линейка. В первых рядах самые главные виновники торжества – первоклассники. Школьная форма им особенно к лицу. В руках букеты цветов, которые всего через несколько минут передадут своим первым учителям. На торжественной линейке учителя пожелали своим ученикам успешного учебного года. И, конечно же, произнесли напутственные слова подопечным. Ребят с Днем знаний поздравил депутат Народного собрания Дмитрий Гунба. И вот он, самый главный и долгожданный момент дня – первый звонок. Отца! Коридоры Гудаутской абхазской средней школы номер 2 вновь оживились. Ребята поторопились в свои классы. Пока старшеклассники друг с другом шумно делятся рассказами о прошедших каникулах, в кабинете 1 А-класса раздается детский плач. Самым маленьким школьникам не так просто привыкнуть к новой среде. Несомненно, в этом деле их помощниками и верными друзьями станут их преподаватели. А большинство детишек легко адаптировались и даже рассказали стихотворение. Я эта школа шацела, чаны взяла. Чаны взяла, цела, хорошо, цела. Вся эта школа, а в это время за дверями классов стоят неспособные побороть своего волнения родители. Мы ходили в дошкольное образовательное учреждение, поэтому нам чуть легче стало из-за этого. И вот вроде нормально, сидит спокойно, не нервничает, не плачет, все нормально. Радостный день, первый ребенок, старший, 1 класс. Радость переполняет. Честно говоря, очень волнуемся, как будто мы сами пошли в 1 класс. В этой школе 400 учащихся. Их количество в этом году пополнили 65 первоклассников. Нужно отметить, что в густонаселенном Гудаутском районе 30 школ, а количество их учащихся достигает 3600 человек. Начался новый учебный год. Школьники продолжат путь к знаниям, а первым этапом на пути к граниту наук для первоклассников станет Анбан. Асида Малия, Ада Борджения, Абхазское телевидение. Во всех столичных школах праздник 1 сентября прошел по всем канонам. Белые банты, красивые букеты и, конечно же, куда без первого звонка данного первоклассницы. Не обошлось и без волнений. Еще вчерашние детсадовцы с неуверенностью и тоской перешагивали порог школы, заслуженно становясь первоклассниками. 800 первоклассников пошли сегодня в школы столицы. Вот они, нарядные, с цветами, шарами в сопровождении мам и пап на линейках. Сегодня их праздник. Для них это день больше, чем день знаний. Это день встречи важных перемен. А еще день, когда родители с любовью и трепетом поправляют воротнички и банты. И, волнуясь и переживая, смотрят вслед. На торжественной линейке по традиции взрослые желают ученикам отличных отметок и хорошего учебного года. После первого звонка детей проводили в классы, где для первоклассников начался первый в их жизни урок. Инесса Пачуля работает в 10-й школе 1 год. Для нее этот день не менее волнительный. Переживаю, потому что первый день, все новое. Нужно подход подобрать к детям, к каждому индивидуально относиться. Тоже очень большая ответственность, но надеюсь, что у нас получится подружиться с ними, и все будет у нас очень хорошо. Во вторую Сухумскую школу имени Пушкина, которой в этом году исполняется 145 лет, такое же количество детей пошли в 1 класс. Многие из них сразу привыкли к школьной атмосфере, знакомились с одноклассниками и без всякого стеснения общались с классным руководителем. Всегда, когда жарко, нужно брать воды. Самое главное, в школу не приносить игрушки. Да. Директор школы Ирина Павельскер считает, что новый учебный год начался хорошо. У нас 145-й учебный год, 145-й раз школа распахнула свои двери для малышей и 145 первоклассников. У нас 4 первых класса. Правда, немножко будет тесновато, но все, кто же пожелал прийти в нашу школу, мы постарались принять. Я хочу в первую очередь всем детям пожелать удачи, здоровья в первую очередь и успехов в учебе. Еще одна столичная школа, 4-я Абхазская, приняла в ряды первоклассников 170 детей. Всего в школе более 1000 учащихся. На торжественной линейке право сделать первый звонок предоставили ученицы 1 Б-класса Марии Орлан. Ну что, где она? Великолепие входит от Б-класса. А ты что? Обслужит
Нарядные уже взрослые старшеклассники смотрят на малышей, вспоминая себя. До конца не могут осознать, что для них этот школьный год последний и оттого такой ценный. Сария Смыр, Роберт Ломия, Абхазское телевидение. В каждом маленьком ребенке и в мальчишке, и в девчонке есть по 200 грамм взрывчатки или даже полкило. Должен он бежать и прыгать, все хватать, ногами дрыгать, а иначе он взорвется, тра-бабах, и нет его. Каждый новенький ребенок вылезает из пеленок и теряется повсюду, и находится везде. Он всегда куда-то мчится, он ужасно огорчится, если что-нибудь на свете вдруг случится без него. Делегация Республики Абхазия во главе с вице-президентом находится с официальным визитом в Приднестровской Молдавской Республике, в которой завтра, 2 сентября, отмечается 25-летие со дня основания. Абхазская делегация сегодня, в День знаний, побывала в гимназии номер 2 города Бендеры. Виталий Габни обратился с приветственным словом к участникам торжества, отметив, что в Приднестровье проживает консолидированное общество, опирающееся на настоящую неискаженную историю. У вас, приднестровцев, правильное отношение к добру и злу, а это значит, что у тех детей, что сегодня идут в 1 класс, гарантировано будущее, сказал Виталий Габни. Создана правительственная комиссия по организации похорон народного писателя Абхазии Шалози Аджинжал. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Артур Миквабия. Возглавляет комиссию министр образования и науки Адгур Какоба. В администрации Сухума создана комиссия по учреждению Дня города. Распоряжение об этом подписал глава администрации столицы Адгур Харатия. Комиссии поручено установить регламент проведения заседаний и в своей деятельности руководствоваться действующим законодательством республики. Сопредседатели общественной комиссии Адгур Харатия, глава администрации города, и Арда Иналыпа от Центра гуманитарных программ. Об этом сообщает отдел информации администрации столицы. На контрольно-пропускном пункте Рицинского реликтового национального парка за август текущего года реализованы билеты на сумму 52 695 100 рублей. А за 8 месяцев работы с 1 января по 31 августа Рицинский реликтовый национальный парк реализовал билеты на общую сумму 150 400 200 рублей, сообщает пресс-служба Рицинского парка. Министр по курортам и туризму Автандил Гарский примет участие в программе «Вопрос министру» в пятницу, 4 сентября. В прямом эфире министр ответит на ваши вопросы, уважаемые телезрители. Вы можете отправить свой вопрос на электронную почту вопрос.министру@gmail.com. Кроме того, каждый четверг с 6 до 7 вечера у колоннады на набережной Махаджира в Сухуме вы можете записать свой видео-вопрос министру. Итак, в эту пятницу, 4 сентября, гость студии министр по курортам и туризму Автандил Гарский. Пишите и записывайте интересующие вас вопросы. А сейчас сообщение Нацбанка о курсах иностранных валют. Доллар США 65 рублей 35 копеек, евро 73 рубля 84 копейки. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению гидрометеослужбы, в Абхазии ожидается малооблачная погода без осадков. Температура воздуха ночью 20-22, днем 28-30 градусов. Температура морской воды 27 градусов.
На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго.